4 вопроса о диспансеризации. Кто может пройти диспансеризацию? Диспансеризацию может пройти любой житель, начиная с 18 лет. Что необходимо взять с собой? С собой нужно взять лишь паспорт и медицинский полис. Заполнение анкеты перед осмотром позволит выявить скрытые заболевания. Какие врачи ведут прием по диспансеризации? Диспансеризация поможет сдать все основные анализы и пройти узкопрофильных врачей. Зачем нужна диспансеризация? Диспансеризация – это забота о своем здоровье, своевременная профилактика и уверенность в будущем. Работодатель обязан отпустить сотрудника для прохождения диспансеризации и оплатить ему этот день. Прохождение диспансеризации убережет вас от лишних волнений и подарит радость здоровой жизни. В первой поликлинике Якутска ежегодно проходит диспансеризация населения, цель которой – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации. Когда больной поступает, приходит к нам, мы сначала делаем анкетирование. При помощи анкетирования мы выявляем факторы риска заболеваний и какие-то жалобы. Хронических неинфекционных заболеваний и состояний, такие как артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, курение, потребление психотропных веществ без назначения врача, выявление для этих факторов. У нас по России 23% населения только имеет, контролирует мотивированно свою гипертоническую болезнь. Остальное население не измеряет. Есть люди, которые вообще не знают гипертонии. Мы на диспансеризацию очень много гипертонии ставим. Впервые это самое высокое давление, высокий сахарный дебет, по 10, по 15, 13 сахара крови, и не знают, что у них сахарный дебет. Иногда люди, конечно, иногда в шоке. В основном даже мужчины, они не хотят, чтобы им ставили диагнозы какие-то. Они очень боятся этого, и многие не подходят. Поэтому у нас даже в поликлинике есть мужское здоровье, в феврале всегда проводим. Особенностью диспансеризации является ее профилактическая направленность – проведение индивидуальных консультаций граждан в зависимости от результатов обследования. Диспансеризация в этом году от 21 до 100 лет, через каждые 3 года. Если возраст, например, 1997, 1994, 1991 и так далее, через каждые 3 года. Есть 2 этапа диспансеризации. Первый этап – это анкетирование, антропометрическое измерение – это измерение рост, вес, внутриглазное давление, объем талии. И если есть и анализ сахар, холестерин, маммография у женщин, онкоцитология у женщин, у мужчин. В этом году впервые появился 51-45 лет онкомаркеры. Человек должен знать свое состояние, свое здоровье, свой диагноз. И что должен контролировать, что должен принимать регулярно. Программы обследований разные, в зависимости от возраста и пола. Проходят они в 2 этапа. На первом этапе проводится скрининг с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска и их развития, а также определение медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания. На втором этапе непосредственно до обследования и назначения лечения специалистами. Поэтому, дорогие жители города Якутска, я приглашаю вас на диспансеризацию определенную группу взрослого населения своим участковым врачам по месту жительства для выявления каких-то заболеваний, состояний или хотя бы для того, чтобы знать свой уровень сахара крови, холестерина и давления даже. Чтобы узнать больше о своем здоровье, достаточно пройти бесплатную диспансеризацию. Раннее выявление факторов риска и их развитие и вовремя начатое лечение сможет предупредить развитие заболеваний и снизить смертность и инвалидность населения.